День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Сергей Михедов. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Вода отступила, но помощь пострадавшим не прекращается ни на один день. Сотни работников предприятий охотно взялись за дело. Как сегодня ликвидируют последствия стихийного бедствия. Безопасность – приоритет государства. Сразу 2 округа Якутска были объявлены зоной контртеррористической операции. Действовали ограничения для граждан. Почему так важно быть готовыми к любому происшествию? Не пройти и не проехать. В столице региона появились самокаты, и вместе с ними уйма проблем. Растет число травм и нарушений правил дорожного движения. Как решить проблему? Ушла эпоха. Его голос был неразрывно связан с Великой Победой. Его жизнь была наполнена музыкой и историей, а его вклад в культуру трудно переоценить. Якутия простилась с выдающимся человеком Александром Самсоновым. Сегодня День защиты детей, праздник радости и детского смеха. Наша компания подготовила замечательный подарок. В сетке вещания появился телеканал для самых маленьких. Какой контент увидят ребятишки? Восемь лесных пожаров, 3 в Алекминском, по одному в Нюрбинском, Вилюйском, Сунтарском, Тампонском и Нерюнгринском районах действуют в регионе по данным Оперштаба. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников отметил, что пожароопасная обстановка является напряженной. На тушении работают более 200 профессиональных огнеборцев, в том числе свыше 100 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, авиалесохраны и почти столько же наземной лесной охраны Якутлесресурса. Основные силы сосредоточены в Алекминском районе, где из-за пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем большая вода отступила в Намском районе. Освободилось более 1000 домов и приусадебных участков. В пострадавших от паводка населенных пунктах ликвидация последствий и восстановительные работы не прекращаются ни на один день. Наша съемочная группа следила за ходом работ. Даяна Федорова расскажет подробности. Одиноким пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, тем, которым некому помочь и кто сам не в силах выполнить эти работы, коллективы ведомств и учреждений ежедневно приезжают и помогают. Приехали помогать семье, пожилые граждане. Отмыли полностью веранду в данный момент, полностью отмыли от всех грязевых от грязи, скажем так, да, перемываем посуду, все, что осталось, да, и парни выносят мебель. Такие субботники проводятся ежедневно, задействованы все ресурсы. Вода уходит, жители села Хатырык начинают жить привычной жизнью. У всех восстановлена газификация и электрификация у всех есть. И мобильные операторы тоже все работают. Сейчас делаются акты именно домов. И делаются именно акты, которые непригодны для жилья. Вот такие тоже сейчас в данный момент делаются работы. И уже будем конкретно по адресам работать. В селе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Еще на прошлой неделе здесь не было проезда до села Маймага. Сейчас возвели временный объезд, что позволило восстановить движение. На территории села Кысыл-деревня также продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Идет уборка и вывоз мусора, проводятся субботники. Сотрудники педагогического колледжа совместно с педагогами арктической школы в рамках субботника убрали мусор вдоль парка. У нас среди работников имеются жители Намского района. И, соответственно, мы не хотели и не хотим оставаться на стороне и обязательно помочь в таких трудных ситуациях. Собрали, наверное, уже очень много мешков, мусора и то, что осталось после паводка. В Намском районе продолжают фиксировать ущерб от паводка. Проводятся субботники, дезинфекция общественных территорий, откачка воды, а также организован вывоз мусора. Продолжается прием заявлений от граждан, пострадавших в результате паводков, для получения единовременной материальной и финансовой помощи. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Намский район.
Парламент Якутии утвердил запрет участия иноагентов в выборах и референдумах. Изменения в республиканское законодательство были внесены с учетом нововведений в федеральный закон о выборах, утвержденных Владимиром Путиным 15 мая этого года. Норма будет актуальна для выборов всех уровней. Также иноагенты не смогут стать наблюдателями, представителями, доверенными лицами кандидатов, партий и избирательных объединений. По информации депутатов, сегодня в республике статус иноагентов имеют 2 юридических и 2 физических лица. Законопроект был принят в окончательном чтении. Я считаю, что такой закон должен быть. Люди, которые пользуются той или иной поддержкой недружественных стран, наверное, должны каким-то образом отвечать с тем, чтобы, не занимая публичные должности, выборные должности, исправляться. Государственные награды Российской Федерации и Луганской Народной Республики вручили воинам-якутянам, проявившим личное мужество и отвагу на полях сражения. Более 20 якутян удостоились высоких наград, среди которых орден мужества и медали за храбрость. Среди награжденных рядовые, сержанты и офицеры, добровольцы, контрактники и мобилизованные. Каждый из них совершил личный подвиг на линии соприкосновения. Также воинам-якутянам по традиции вручили якутские ножи от главы республики. Выехали по координату для выполнения боевой задачи, и в тот день по нам отработала минометный расчет, и, соответственно, мы, конечно же, попали под обстрел, но мы сразу определились, откуда работает противник, ну и, соответственно, позицию поменяли и, конечно, поставленную задачу командованием Министерства обороны мы выполнили своевременно. Обеспечение безопасности – приоритет государства. На неделе территория Центрального и Губинского округов Якутска были объявлены зоной контртеррористической операции. Действовали ограничения для граждан. Так проведены антитеррористические учения на социально значимом объекте. Все оперативные службы республики были переведены на усиленный режим работы. Подробнее об учениях расскажет Марфирина Алексеева. Массовые волнения и паника. Для подавления беспорядка сотрудники специальных служб применили психологическое воздействие на толпу путем возгласов, громких стуков об щит. Затем взбунтовавшихся завели в автобусы и увезли. Беспорядок устранен. Это лишь отработка возможных происшествий. Основные контртеррористические учения еще впереди. Согласно замыслу, неустановленные лица совершили вооруженное нападение на спортивный комплекс «Дахсун». Преступники расстреляли людей, находившихся на первом этаже здания, и подожгли выходы, ведущие из манежа. Также террористы привели в действие взрывное устройство, в результате чего произошло частичное обрушение спортзала. Имеются погибшие и пострадавшие. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На эвакуацию были задействованы 4 звена газодымозащитной службы. Эвакуировано, не спасено 4 человека, в том числе был задействован автоколенчатый подъемник с спусканием одного маломобильного гражданина. Все пострадавшие были переданы медицине катастроф с дальнейшей эвакуацией. Ходы действий силовиков и оперативного штаба республики, все нюансы были воссозданы и отработаны детально и с применением всех сил и технического обеспечения. Взрывоопасный предмет, самодельное взрывное устройство. Значит, может в составе быть именно химические, да? Да, химические и ядовитые вещества. В продолжение легенды учений оперативным штабом были организованы переговоры с террористами, но в связи с неадекватным поведением преступников было решено применить воздушные силы. По легенде, террористы скрылись, и силовики воспользовались таким средством, чтобы найти их. Его спустились по канату, и сейчас они в разные стороны разбрелись для того, чтобы найти террористов. Террористы найдены. Оказалось, что они установили лагерь недалеко от спортивного комплекса. В результате проведения боевого мероприятия преступники нейтрализованы. Учение проводилось для проверки теоретической и практической готовности оперативного штаба Якутии к действиям в условиях кризисной ситуации. Цели учения достигнуты. Все участники мероприятия с поставленными задачами справились. Марфирина Алексеева, Нургун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели. Мы продолжаем. На паромной переправе Якутск-Нижнебестях после резкого увеличения тарифов снизили цены на пассажирские билеты. Госкомцены Якутии и Минтранс региона провели рабочее совещание с представителями перевозчиков. В ходе переговоров достигнута договоренность о снижении тарифов на взрослый билет до 300 рублей, на детский до 150 рублей. Напомним, ранее перевозчики заявили о повышении стоимости пассажирского билета на паромной переправе с 200 до 500 рублей. Решение объяснялось ростом стоимости топлива, запасных частей, ремонтного обслуживания судов. Между тем, заработала паромная переправа Кангаласы-Сотенцы. Всего на линии 2 парома. Тарифы на перевозку транспорта и пассажиров остались на уровне прошлого года. Перевозка легковых автомобилей стоит от 650 рублей, пассажиров 100-200 рублей. Ну а на дорогах Якутска начали обновлять дорожную разметку. В городе внедряется светодиодная проекция на аварийных участках. Что она из себя представляет и как обстоят дела с обычной дорожной разметкой, узнавала Вероника Таюрская. В Якутске с прошлого года практикуется внедрение светодиодного дорожного маркера на дорогах. Специализированные проекторы, закрепленные на светофорах, отображают стоп-линию и пешеходные полосы круглосуточно. Как отметили в администрации города, светодиодная проекция уже себя зарекомендовала в темное время суток. На сегодняшний день их установили в 2 местах – на перекрестке Ленина-Курашова и по проспекту Николаева. За зиму они показали свою эффективность в условиях тумана, в условиях наших отрицательных температур. И мы будем дальше продолжать. Помимо проекционных пешеходов у нас еще введены светодиодные отражатели светофорных объектов по улице Дзержинского. В этом году мы на новых объектах безопасных качественных дорог тоже будем добавлять. Ну и также будем улучшать улично-дорожную сеть. Не все автомобилисты успели понять, насколько необходима светодиодная проекция и какая от нее польза. Вы видели уже светодиодную разметку? Да, видел. Ага. Так-то хорошо, приятно глазам и как-то заранее уже внимание. Внимание уже притягивает себе. Вот едешь, думаю, что за эти... интересно, побольше вот таких, да. Все хорошо вот так-то, да. Но иногда бывает, что не видишь, между, в сумерках, можно сказать, сильно внимание. А тут раз, знаешь, что уже пешеходный переход. Давно надо делать было. Уже пора делать надо. Очень важно. Меньше ДТП, да, правильно. Я ее ни разу не видел. Необходимо ли это? Дело в том, что я ее не видел, я не могу сказать в движении. Может быть, она мешает, может быть, она помогает. Если светодиодные линии все еще остаются экспериментальным методом снижения аварийности на дорогах и размещаются на аварийных участках, то нанесение разметки белой краской является более распространенным и привычным для жителей Якутии. В настоящее время на улице вышло 3 бригады. 2 работают на дорожных переходах и 1 на осевой разметке. Согласно технологии, краска наносится при температуре в плюс 20 градусов и высыхает за 20 минут. Сейчас мы ждем поступления еще одной техники. Со следующей недели мы усилимся 2 раза. Проходит бригада в среднем по 2,5 километра в день. На сегодняшний день нанесено 25 километров дорог. Работы ведутся в основном. Стараемся в ночное время, но так как у нас короткий сезон, стараемся, приходится иногда создавать пробки. Но, надеюсь, люди отнесутся к этому с пониманием. Все это делается у нас согласно правилам организации дорожного движения. Со следующей недели работы по разметке дорог будут увеличены в 2 раза за счет поступления новой техники. Все работы должны быть завершены перед началом игр «Дети Азии». Вероника Таюрская, Владимир Павлов, Якутск. Средства индивидуальной мобильности все чаще попадают в сводки происшествий. Велосипеды, самокаты и гироскутеры значительно увеличивают статистику как ГИБДД по количеству дорожно-транспортных происшествий, так и больниц, куда любители быстрой езды обращаются с различными травмами. Причиной обращения является невнимательность при управлении самокатами, отсутствие защитной экипировки и пренебрежение правилами дорожного движения. Подробнее расскажет Александр Хавренко. С наступлением тепла Якутск оккупировали электросамокаты. Пешеходы шарахаются от них на тротуарах, а водители прибегают к экстренному торможению, чтобы не наехать на очередного лихого любителя двухколесной езды. И многие из тех, кто берет в аренду самокат, и не подозревают, что нарушает административный кодекс.
С прошлого года электросамокат считается транспортным средством, то есть у него есть свои административные правонарушения. На примере за прошлые сутки было выявлено более 10 водителей электросамокатов, которые управляли этим видом транспорта с нарушением правил дорожного движения. У них составлены материалы по административным правонарушениям. Легко отделались, можно сказать, о тех, на кого был составлен административный материал. С начала года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и водители, и пассажиры электросамокатов. В одном случае ребенок получил компрессионный перелом позвоночника. Ежедневно в приемный покой детского медцентра доставляют 5-7 пострадавших от катания на электросамокате. По данным медиков, с 1 по 26 мая к ним поступило 1329 детей, из них 240 электросамокатчики. Травмы бывают различные, от легкой степени до средней степени тяжести. Дети бывают и с сильными переломами, которые надо будет оперировать. Чаще всего это до падения. Они, получается, падают лицом вниз на вытянутые руки и в основном ломают кости предплечья, плеча, кисти. И в основном еще некоторые моменты есть то, что дети идут, без защиты, без экипировки. Из-за этого тоже травмы очень сильно бывают. Несмотря на то, что владельцы пунктов проката электросамокатов не дают транспорт несовершеннолетним, дети все равно находят способ прокатиться с ветерком. Нередко вдвоем, втроем на одном самокате. Соблюдение правил дорожного движения и внимательность за рулем самоката позволит и детям, и взрослым не пополнить статистику ГИБДД и травмпункта. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. Готовь сани летом к плановому отключению горячего водоснабжения. Готовится Нерюнгринская ГРЭС. В это время запланирована масштабная ремонтная кампания. Все работы – часть программы повышения надежности дальневосточной генерирующей компании. Главная задача – обновить основное и вспомогательное оборудование станции. Подробности в сюжете. Подготовка к следующему отопительному сезону началась задолго до наступления тепла. В рамках программы повышения надежности будет произведена замена и модернизация основного оборудования. Уже ведется капитальный ремонт энергоблока номер 3. В планах монтаж и наладка системы ускоренного расхолаживания турбоагрегата и типовой ремонт генератора. По окончанию всех работ предусмотрено виброобследование, подготовка необходимой документации и прохождение экспертизы промышленной безопасности. В этом сезоне АО ХРМК планирует выполнить мероприятия по повышению надежности Нерюнгринской ГРЭС в количестве до 300 тонн замены пароперегревателей котла и свыше 100 тонн замены воздухоподогревателей и газоходов котла. В результате выполнения комплекса мероприятий программы произошло снижение количества отказов оборудования. Сократилось потребление электроэнергии и увеличилась экономичность и надежность всей электростанции. УЗП 23-24 Нерюнгринская ГРЭС прошла в удовлетворительном состоянии, провела свои максимальные нагрузки. В период этого года, так сказать, исторический момент был. Нерюнгринская ГРЭС работала на свою максимальную номинальную мощность 570 мегаватт. Все 3 энергоблока несли максимальную нагрузку. Выполнялся диспетчерский график выработки электроэнергии и поддерживался график теплоносителя. По плану в этом сезоне предстоит заменить порядка 2000 погонных метров магистральных тепловых сетей, продолжится замена тепловой изоляции, будет выполнена реконструкция дренажной камеры на участке по улице Карла Маркса. Для безопасности на период всех испытаний горячее водоснабжение будет ограничено. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Крысы стали неотъемлемой частью жизни любого современного города, и Якутск здесь не исключение. Хвостатых не пугают ни суровые зимы, ни жаркое лето. Сколько в столице насчитывается крыс и как с ними бороться? Ответы на эти вопросы искал мой коллега Петр Васильев. Вот грызун соревнуется в скорости с человеком, ловко избегая объектива камеры. А вот лакомится остатками пищи из мусорки у магазина в самом центре города. Примечательно, что систематический учет крыс в Якутске не велся никогда. Однако в одном только прошлом году в ловушки, размещенные в разных частях столицы, попались больше 100 особей. Несколько раз видели крыс, когда они перебегали улицы на территории города. Это уже показатель, если в дневное время крыса бегает
по территории города, это показатель того, что численность достаточно высокая. В целом сказать, что сейчас наблюдается повышение, значительное повышение численности крыс, мы можем. Крыса – существо очень адаптивное. Попадая в городские условия, она питается абсолютно всем, что найдет. Их привлекают мусорные свалки под домами, открытые мусорные баки, рабочие мусоропроводы, а также сырость в подвалах и техэтажах. Бумажки, пищевые упаковки, объедки и прочие отходы – оптимальная среда размножения крысиных армий. Самостоятельно бороться с нежелательным соседством горожанам не под силам. Дератизация – это прерогатива специальных организаций, и зачастую полномочия по травле крыс ложатся и на плечи управляющих компаний. Свою лепту в отлов вносят и ученые, однако масштабы там исключительно научные. В весенне-летний период у них как раз-таки идет активация размножения. И самки, уже будучи беременными, начинают свое потомство скармливать, практически не выходят, только питаться где-то на близлежащие территории. И чаще всего будут попадаться именно самцы. Крысы не так часто, но могут проявлять агрессию к людям, к животным. Также, если вы выгуливаете домашних животных, то они могут проявлять агрессию и к мелким домашним. Безусловно, сегодня для борьбы с грызунами, в том числе и с крысами, существует достаточное количество разных способов, методов и приспособлений. Одно из них вот такие вот давилки, которые ученые размещают в разных частях города. Механизм их достаточно прост. Животное буквально просто наступает на платформу и попадается в капкан. Сердобольное кормление птиц и бездомных животных – еще одно идеальное условие для размножения грызунов. Так что дератизация и ловушки не сколько панацея, сколько общая задача. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоги недели, мы продолжаем. В Якутске подвели итоги креативной недели. На пленарной сессии с участием Айсена Николаева обсудили вопросы развития креативной экономики. В республике в этом направлении, включая IT-специалистов, ученых и инженеров-проектировщиков, трудится более 45 тысяч человек. Обсудили утверждение нового стратегического указа о развитии креативной экономики Республики Саха-Якутия. Так, согласно документу, к 2030 году ожидается рост численности занятых в креативных индустриях до 70 тысяч человек. Какие конкретные меры поддержки республика готова сделать, чтобы население услышало? Действительно, там у нас очень много мастеров в районах нашей республики, в маленьких наслегах. Это и кузнецы, это и люди, которые делают эксклюзивные сувениры, украшения. Хочется, чтобы они уже из маленьких мастерских превратились в индустрию, продавали это уже через электронные площадки, создавали уже такие масштабируемые бизнесы, создавая новые бренды. Да? Вот, поэтому так, то есть задач очень много, хочется сегодня открыто об этом поговорить. На закрытии креативной недели также подписан договор об инвестиционном сотрудничестве между венчурной компанией «Якутия» и инвестиционным фондом «Восход» для финансирования стартапов на территории республики и на Дальнем Востоке. Стороны договорились о совместной разработке проектов в области цифровизации, технологий в медицине и образовании. Общий размер соглашения 300 миллионов рублей, в дальнейшем его капитал будет наращиваться. Для нас это такой очень важный шаг, потому что мы как фонд нацелены на проекты по всей стране и особенно смотрим с особым вниманием проекты на Дальнем Востоке. И здесь в лице венчурной компании мы получили такого сильного партнера, который интегрирован в местную экосистему, который понимает, какие проекты на какой стадии здесь находятся, понимает все сильные стороны, понимает, с кем работать. И очень надеемся, что вот такое сотрудничество поможет не только развитию якутских проектов, но и в целом такому толчку макрорегиона. И еще о новых разработках. В Подмосковье в парке «Патриот» торжественно открылся юбилейный международный салон «Комплексная безопасность». Это традиционная площадка, где ежегодно демонстрируют изделия и технологии в области безопасности и спасения. В этот раз на выставку привезли более 260 образцов техники.
Якутию на форуме представили резиденты НОТ «Север». Какие разработки наших земляков заинтересовали министра МЧС? Все знает Максим Кардозу. От их работы зависят жизни людей. И делать эту работу хорошо сотрудникам МЧС помогают современные технологии. Выставка «Комплексная безопасность» уже в 15-й раз демонстрирует достижения в области борьбы с чрезвычайными ситуациями. На стендах представлены сотни новинок, как отечественных, так и зарубежных. Здесь есть научные институты, есть производство различных БПЛА, там, тепловизоров, ну, все, что есть интересное. Здесь показывают, техника хорошая, в том числе здесь есть целый павильон, который арктическим направлением посвящен. Поэтому интересно, начиная с одежды, там, с средств связи, экипировки, ну и разные вездеходные техники. На выставке можно увидеть самую современную технику, которая участвует в спасательных операциях. Например, пройти мимо этих красавцев просто невозможно. И взгляните на лестницу. Она поднимается на высоту 52 метров. И с помощью этих машин можно эвакуировать людей, например, с 17-18 этажа. И там же потушить пожар. Впервые в форуме участвует научно-образовательный центр «Север». 7 его резидентов привезли на выставку свою продукцию. Вот, например, жидкость, которой можно тушить пожары даже при минус 50. Эта жидкость разработанная, она не замерзает ни в емкости, ни в тушении, ни в процессе ее пролива. Она создает особую пленку, и при попадании на пожарного она не создает корку. То есть это технологическая цепочка. Второе направление – это то, что ее можно хранить в емкостях в зимний период и их не отапливать. Большой интерес якутские разработки вызвали у представителей федеральных властей. Вот министр МЧС России Александр Куренков интересуется нашим ноу-хау – антипирентом, то есть веществом, которое подавляет возгорание. Если предполагается, что огонь может поступить к населенному пункту или какому-то ответственному сооружению, этот антипирент наносится на любую поверхность, будь то трава, кустарники, забор или что-то еще, что способно гореть, и он придает свойства негорючести этой поверхности. Главное отличие от аналогичных решений в том, что этот антипирен не смывается атмосферными осадками. На стенде НОТ «Север» можно было увидеть и уникальный сорбент, который поглощает нефтепродукты. А вот продукция для маскировки и сохранения тепла компании «Севертент». Рядом сублимированная оленина и жеребятина, пайки которой легко можно взять с собой и в спасательный рейд, и в поход. Все якутские разработки по достоинству оценили эксперты, а сам стенд был награжден специальной грамотой. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Московская область. Идем далее. В поселке Усть-Мая открыто новое здание Центральной районной больницы. Торжественно запущен больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой и на 104 посещения в смену. Глава республики Яцен Николаев, который принял участие в открытии, отметил, что новый объект здравоохранения поможет повысить доступность и качество медицинской помощи местным жителям. На общей площади около 6 тысяч квадратных метров разместились все необходимые отделения и службы. Впервые в районе установлены аппарат компьютерной томографии, УЗИ, экспертного класса и современная лаборатория. Получилось сделать хороший проект, и могу здесь сейчас сказать, что вот из построенных на сегодняшний день уже нескольких районных больниц, это, наверное, наиболее правильно спланированная, правильно оборудованная и наиболее высокоэффективная больница, которая у нас вот на уровне районов сегодня в республике есть. И, конечно же, уверен, что это повысит качество здравоохранения в районе. Самое главное, должна увеличиться продолжительность жизни людей. Вот, и должно улучшиться в целом здоровье людей. Уверен, что так и будет. А в Якутске продолжается строительство долгожданного пристроя к школе номер 29. Новое дополнительное здание рассчитано на 350 мест. В нем планируется углубленное изучение дополнительных предметов. Подробнее о ходе строительства расскажет Тимур Колмогоров. На сегодняшний день работы по строительству дополнительного учебного корпуса школы номер 29 закончены более чем на 35%. Трехэтажное здание пристроя имеет общую площадь 8 тысяч квадратных метров, где сейчас работает порядка 75 человек. Летом же число строителей увеличится до 100 с началом финального этапа – чистовой отделки. На данный момент ведутся работы монтаж систем отопления, вентиляция, электрика, водоснабжение и канализация.
По бетону вот заканчиваем, 2 плиты осталось, кладка 3-го этажа и парапета. И начали отделочные работы черновые, штукатурка стен, утепление полов и стяжка полов. И планируем вот в июне месяце начать уже монтировать окна, витражи и утепление фасадов. Строящаяся в рамках государственной программы «Якутия. Развитие образования в Республике Саха-Якутия» нацпроекта образования дополнительное здание будет рассчитано на 350 мест в одну смену. В нем будет расположено множество учебных кабинетов, просторная столовая на 312 мест с умывальной зоной, актовые и спортивные залы. Кроме того, на кровле здания будет расположена детская и спортивная площадки. В этом корпусе мы будем открывать новые направления для реализации программы. Например, планируем открыть медицинский класс. Вложили кабинет физики, биологии, химии, географии и так далее. Ну, вот такие профили. Естественно, с научным направлением. Также мы хотим открыть психолого-педагогическую группу. В школе номер 29 учатся более 1300 детей. С появлением нового учебного здания станет возможно не только снять нагрузку с главного корпуса, но также дать более качественное образование и комфортное пребывание в школе. Строительство пристроя планируется завершить в декабре этого года. Тимур Калмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. Прием абитуриентов в технический колледж и политехнический институт в Мирнинском районе начнется 20 июня и завершится в середине августа. На какие специальности можно подать документы, выясняла Анна Васильева. Совсем скоро начнется прием заявления на поступление в профессиональные образовательные организации на территории Мирнинского района. В новом учебном году в региональный технический колледж выделено 397 бюджетных мест по 10 направлениям. Поступать абитуриенту смогут как и на базе 9 класса, так и после окончания средней школы. Я считаю, что Мирнинский региональный колледж очень хороший в образовании для получения профессий для будущего. И эти профессии в будущем очень помогут, так как они очень перспективные и с высоким заработком. У Данила в прошлом году с технического колледжа выпустился родной брат, поэтому у родителей при выборе учебного заведения для младшего сына сомнений не было. Я очень тщательно подхожу к выбору учебного заведения. И очень важно для меня, чтобы были позитивные отзывы. В этом году поступает младший сын мой, а в прошлом году окончил старший. И я с уверенностью могу сказать, что это самый лучший колледж, и здесь замечательный педагогический совет и администрация. Что касается политехнического института, то в этом году тут выделено 95 бюджетных мест по очной форме и 20 по заочной форме обучения. Всего набор будет произведен на 6 образовательных программ. У нас разные направления для набора, и технические направления, это горное дело, нефтегазовое дело, электроэнергетика. Также есть гуманитарное направление, филология, естественно, научное направление, математическое, обеспечение и администрирование информационных систем. Также в этом году будем открывать новое направление подготовки. Это экономика, профиль экономика предприятий и инноваций. Это будет очно-заочная форма обучения. Ну, пока что у нас только платные места, но будем смотреть, как пойдет набор. И в последующем будем уже планировать, возможно, бюджетные места тоже на это направление. Стоит отметить, что одним из важных факторов выбора учебного заведения поступающие отмечают наличие общежития. А что касается специальностей, которым обучают в учебных заведениях города Мирный, то они всегда востребованы. И это доказывает то, что все выпускники СУЗа и ВУЗа трудоустраиваются сразу после окончания и даже во время обучения. Анна Васильева, Мирный. На этой неделе в Якутии простились с выдающимся человеком Александром Самсоновым. Он умер в возрасте 89 лет. Его имя неразрывно связано с великим, радостным праздником Победы уже много лет. Он был любимцем народа, как певец Победы. Его жизнь была наполнена музыкой и историей, а его вклад в культуру трудно переоценить. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду.
Зал театра оперы и балета сегодня наполнен грустью и скорбью. Проводить в последний путь Александра Парфеневича пришли деятели культуры, друзья, коллеги и родные. Больше всего он был известен как певец Победы. Каждое 9 мая со сцены он поздравлял жителей республики и ветеранов со светлым и грустным праздником, не давая угаснуть памяти о подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны. Был режиссером и исполнителем более 20 сольных концертных программ, как в театре, так и на телевидении. Александр Парфеневич в следующем году должен был отметить 90-летие. И в этом возрасте он вел очень активную работу. Он продолжал публиковать сборники своих песен. Но вот, недавно выпустил альбом «Путь в профессию». Внес огромный вклад в развитие оперного искусства, в развитие патриотического воспитания, в целом культурного, песенного творчества. И, конечно, его имя будет вписано золотыми буквами в историю нашего театра. Путь Александра Самсонова начался в далеком 1935 году в семье известных педагогов в селе Хаптага Мегина Хангаласского района. Уже в юности, следуя семейной традиции, он окончил филологический факультет, но страсть к музыке взяла вверх. Он поступил на музыкальное отделение педагогического училища и затем на вокальный факультет Московской государственной консерватории имени Чайковского. Когда учился в школах, пел, вот, и даже пел песни на тему Великой войны, вот это все. И вот когда уже взрослым стал, я и в школе пел, и в институте пел, я же сначала закончил наш университет, там тоже пел. После выхода на пенсию он посвятил себя сохранению памяти о своей жизни и творчестве, собрав ее по крупицам в 3 огромные книги. Песни на стихи авторов малочисленных народов Севера. Вот северяне, тундра, композиторы со мной ездили по северу. В этих альбомах отражены молодость, встречи, любовь, дружба, гастроли, концерты, благодарности и награды. Особое внимание уделено гастролям по северу Якутии, работе с музыкальными коллективами и встречам с малочисленными народами республики. Его уникальный вклад в культуру и патриотическое воспитание останется навсегда в памяти жителей республики. Ракета чендеоги, аласайга мерчилен, космос танен пороги, кулумага көккелен, кегедеге. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Международный день защиты детей отмечается сегодня более чем в 30 странах мира. Это один из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые День защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Главная цель Дня защиты детей – заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. И отличным подарком к празднику стал запуск в Якутии детского телеканала «Толку». Название канала происходит от имени жеребенка, главного персонажа, уже ставшего популярным среди детей многосерийного мультфильма на якутском языке. О том, каким будет телеканал, в сюжете Дарьи Короленковой. В
В канун Дня защиты детей запустили республиканский детский телеканал. Символично, что это долгожданное событие состоялось именно в Год семьи в России и Года детства в Якутии. ТОКУ стал первым круглосуточным детским телеканалом, который будут смотреть дети дошкольного возраста. Было очень много споров, для какой аудитории делать этот телеканал, потому что дети – это довольно-таки большой сегмент, да, и мы решили, что этот канал должен работать на дошкольный возраст, потому что мы хотим, чтобы именно этим телеканалом дети научились говорить, понимать свой родной национальный язык, да, и если дети до дошкольного возраста не освоят язык, то дальше может быть поздно, поэтому мы хотим сделать основной упор на дошкольный возраст. На канале будут транслироваться мультфильмы не только на якутском и русском языках, но также на языках коренных малочисленных народов. Кроме того, юные зрители смогут смотреть известные российские мультфильмы, переведенные на якутский язык, и познавательно-развлекательные программы. У нас будут мультфильмы, известные российские мультфильмы, переведенные и дублированные на русский язык, также мультфильмы собственного производства, а также образовательные передачи студии «Чахон». «Чахон» работает очень давно. Они размещали свой контент на интернет-ресурсах. Сейчас они будут размещаться на этом телеканале. Но в перспективе, конечно, мы обещаем очень много новых, интересных, классных проектов. Есть даже идея телевизионного проекта с интеграцией анимации. Да? На новом канале будут показывать не только мультфильмы, но и телевизионные передачи и видеоблоги. Благодаря разнообразному качественному цифровому и видеоконтенту телеканал будет способствовать сохранению и популяризации родных языков. Большое внимание будет уделяться не только познавательно-развлекательным программам, но и образовательным и патриотическим проектам. Дарья Короленкова, Нургун Старостин, Якутск. У школьников начались каникулы. 160 детей, участников специальной военной операции, отправились на отдых в Краснодарский край. Это первый вылет детей по линии Министерства образования и науки республики. Всего за летний период за пределы Якутии планируется отправить 960 детей, участников спецоперации. Путевка и проезд к месту отдыха и обратно оплачивается полностью за счет республики. Вылет детей будет выполняться чартерными рейсами из Якутска до Сочи и обратно. Сегодня вылетают 160 детей. Их будут сопровождать 6 опытных педагогов нашей республики. И 21 день они отдохнут в Туапсинском районе в лагере «Созвездие». Один из сопровождающих будет постоянно в течение 21 дня проживать вместе с нашими детьми. Кроме отдыха, в ближайшие 3 месяца главная задача – оздоровление детей. Уже скоро откроются летние лагеря. В Нерюнгринском районе 16 оздоровительных на базе образовательных учреждений и мужества. В каждом отряде будут работать профильные смены. Это художественные, эстетические, танцевальные и отряд юнармии. Спортивные школы во время каникул не прекращают свои тренировочные этапы. Продолжает свою работу проект «Наш двор». Более 1000 детей являются активистами движения первых. Всего за 3 смены охватят порядка 2000 школьников. Пытаемся говорить о новшествах вводить для того, чтобы были дни насыщенными, интересными. Это культурная программа, это работа библиотекой города, это работа с кинотеатрами, с ДК Пушкина. То есть чтобы все массовые мероприятия охватывались нашими детьми. И в городе то, что проводилось, они были яркими участниками и активными участниками. Лучшие каникулы – это время, проведенное не только с удовольствием, но и с пользой. В Алданском районе организованным отдыхом будет охвачено также порядка 2000 детей. Ученики младших классов отдохнут в лагерях дневного и круглосуточного пребывания. Ребята постарше смогут поработать. Чего ожидают дети и подростки в ближайшие 3 месяца, узнали наши коллеги. Как с удовольствием и с пользой провести каникулы, юные алданцы знают. В первый день лета воспитанников примут оздоровительные лагеря. По данным Департамента образования, в июне при 20 школах района начнут работать площадки дневного пребывания. А у ребят постарше будет возможность заработать деньги на карманные расходы.
На базе Центра доп. Образования организован будет летний трудовой лагерь. Там он будет организован с питанием. То есть, там единственное ограничение – это дети с 14 лет. То есть они будут задействованы в трудоустройстве, в благоустройстве именно городского поселения, то есть города Алдан. Ожидается, что в этом году лагеря дневного пребывания смогут принять порядка 1200 человек. Лагерь с круглосуточным пребыванием детей будет работать на базе коррекционной школы-интерната 8-го вида поселка Нижний Куранах. Любимым местом отдыха детворы остается Томодский лагерь «Берег Дружбы». За 2 смены на берегу Алдана побывают около 500 ребят. Кроме того, предусмотрен выезд детских групп в курортные города России, а также в лагеря и на базы отдыха республики. У нас открыты детские оздоровительные учреждения города Якутска. Там тоже несколько учреждений, но там, конечно, есть определенные ограничения, то есть определенные квоты на район. Поэтому сейчас уже необходимо обратиться в департамент образования с заявлением для того, чтобы ребенка включить в данные квоты. На организацию детского отдыха направляются средства местного и республиканского бюджетов. Стоит отметить, что первоочередное право на получение путевки предоставляется детям участников специальной военной операции и ребятишкам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а в Ленской центральной больнице торжественно выписали 100-го ребенка. Юбилейный малыш Павел – первенец в семье Серкиных из Пеледуя. Мальчик родился 26 мая, его вес 3 килограмма 170 грамм, рост 54 сантиметра. Семейную пару пришел поздравить замглавы Ленского района Прокопий Петров. Он вручил отцу ребенка сертификат на 100 тысяч рублей и отметил, что награду очень символично вручать в год семьи. А родители малыша поблагодарили власти за внимание и пообещали потратить средства на нужды ребенка. Мы очень рады за вас. Хочется пожелать вам крепкой семьи, чтобы вы всегда друг друга поддерживали. И мы все знаем, что семья, счастливая семья – это залог счастья, здоровья. Если у вас будет в семье все хорошо, и дети будут расти здоровые, крепкие. И хотелось бы, чтобы ваш сын, первенец, всегда вас радовал, чтобы вы всегда им гордились. Юные спортсмены из Якутии активно готовятся к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Сборные команды сформированы, и спортсмены выкладываются на тренировках на 100%. В спорткомплексе «Дахсун» на новом скалодроме тренируется сборная команда по скалолазанию. С ребятами пообщался мой коллега Александр Хавренко. Скалолазание – новый для игр «Дети Азии» вид спорта. И тем ответственнее членам первой республиканской сборной будет выступать на соревнованиях. Но тренер команды по скалолазанию уверен, что, отобрав лучших из лучших, Якутия сможет побороться за медали. Узнали, что нас включили в программу. Мы решили, что нам нужно отбор соревнований. На тот момент у нас возрастные группы не совпадали, потому что дети 14-15 лет, у нас были 13-14 лет. Мы объединили эту группу, провели 3 отборочных этапа. И лучшие из этих, по сумме этих этапов попали у нас уже в сборную. У нас выступает 2 состава сборной. Это 3 мальчика, 3 девочки, 1 состав, и 3 мальчика, 3 девочки, другой состав. По такому критерию, то есть лучшие из лучших у нас отбирались. Мария Лимарева начала заниматься скалолазанием год назад. Однажды зашла в зал во время тренировки, увидела, как лазают другие, и решила попробовать сама. С тех пор активно тренируется. Включение в сборную для Маши было большим сюрпризом и большой гордостью. Настрой должен быть всегда боевой. Первый раз я увидела, я думала, что это сложно, но всегда попробовать это надо. Я попробовала, и оказалось, что нормально. В Дахсуне вот сейчас мы занимаемся, у нас тренировки тут сложнее, чем в школе. В школе были более легче, здесь нас более нагружают. Еще один член сборной команды, Евгений Колодезников, пришел в скалолазание из борьбы. И, по его словам, ни разу не пожалел, что сменил один вид спорта на другой. Тренировки, правда, очень потные, тяжело. Но я чувствую то, что это не просто так нас сломает, а это делает нас очень крепкими. Очень добрый коллектив, и это что-то необычное, такое новое, лезть в высоту. Это меня очень вдохновило. Большинство скалодромов в школах имеют высоту 7-8 метров. На соревнованиях же спортсменам предстоит покорять стену высотой в 16,5 метров.
Но за несколько недель тренировок многие трассы они уже проходят с легкостью. И все заряжены только на победу и мечтают внести свои медали в общую копилку команд республики. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Искусство грации. Якутские гимнастки тоже готовятся к играм Дети Азии. Молодые дарования не пропускают ни одного дня тренировок. Это понятно, ведь наши гимнастки являются призерами множества всероссийских соревнований. О том, как идет подготовка к важнейшим международным стартам, расскажет наш корреспондент Аманотов. На данном этапе сформированы две сборные команды из 16 гимнасток. Спортсменки будут выполнять групповые упражнения, участвовать в командном зачете и выступать в индивидуальных программах. В сборную Якутии вошли гимнастки из разных клубов столицы – из «Либерти», «Бриллианты Тоймады» и «Сияние». Я начала заниматься художественной гимнастикой 6 лет, меня привела мама. Я сначала занималась танцами и часто видела девочек-гимнасток. Мне очень понравилось тем, чем они занимаются, поэтому я попросила, чтобы меня тоже привели туда. К нам приезжала тренер из Новосибирска, Нина Лазарева. И мы занимались по 8-9 часов в день. Было очень сложно. Сейчас мы занимаемся точно так же. У нас усиленная подготовка. Мы работаем над чистотой, над эмоциями. Как рассказывают гимнастки, самое сложное для них – работа с булавами. Но несмотря на это, тренер сборной Александра Бронских полностью уверена в своих ученицах. Мы уже вышли практически на финишную прямую. У нас осталось меньше месяца до игр. 27 июня у нас уже начнутся соревнования. Сейчас тренировки идут двухразовые, пока еще идет май. Мы тренируемся около 7 часов в день, 6 дней в неделю. Когда будет июнь, и то есть когда мы уже выйдем, так скажем, на контрольные тренировки, то будет одна большая тренировка, и с утра будет так называемая тренировка по общей физической подготовке. Сборная Якутии по художественной гимнастике – одна из лучших на Дальнем Востоке. За плечами юных спортсменок несколько престижных наград в региональных турнирах. Участие в международных играх «Дети Азии» – прекрасный шанс для наших спортсменок проявить себя и построить профессиональную карьеру в этом нелегком спорте. Аманотов, Ниргун Старостин, Якутск. Такой увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.